Зараз. Уважаемые гости нашего города, уважаемые горожане, сегодня важное событие в целом у нас в Республике Хакасия, важное событие для хакасского народа и важное событие для нашего института, потому что сегодня начинает работу общероссийская научно-практическая конференция, посвященная столетию первых съездов хакасского народа и лидера национального движения Степана Дмитриевича Майнагашева. Вы знаете, что судьба его сложилась очень трагично. Он один из первых представителей интеллигенции начала 20 века, становится лидером национального движения в 1917 году, и судьба его сложилась трагически. В 1920 году он был репрессирован и расстрелян. Благодаря работе ученых, прежде всего Алексея Николаевича Гладышевского, Николая Степановича Аптина, который возглавлял общество «Мемориал», в 2000 году имя Степана Дмитриевича Майнагашева было реабилитировано. И сегодня бы ему исполнилось 131 год, потому что в прошлом году был юбилейный 130 лет со дня его рождения. Я хотела бы отметить, что для нашего института это, конечно, большая честь, что именно на здании нашего института сегодня открываем мы мемориальную доску памяти Степана Дмитриевича Майнагашева. Автор и исполнитель данной мемориальной доски Вячеслав Николаевич Кученов, с которым мы плодотворно работаем уже на протяжении долгих лет. Идея воздвижения памятной доски принадлежит Совету старейшин, лично Владиславу Михайловичу Торосову, при поддержке правительства Республики Хакасия. Поэтому слово предоставляем прежде всего, наверное, Вячеславу Николаевичу для открытия этой доски. И да, для открытия этой доски исторический момент. И слово предоставляется Владиславу Михайловичу Торосову. Сегодня у нас... Спасибо. Сегодня у нас необычное событие. Мы чествуем человека за его заслуги, совершенные более 100 лет назад. Мы открываем мемориальную доску нашему талантливому земляку, яркому хакасскому ученому Степану Дмитриевичу Майнагашеву. 100 лет назад на съезде представителей коренной национальности, состоявшемся в Улусе-Черковском, он выступил с инициативой, где обосновал необходимость возврата к хакасскому народу его исторического имени Хакасии. Это имя было утрачено в ходе 300-летней войны с иностранными державами, занимаясь покорением земель на огромной территории Сибири, от Ангары до Саян и от Иртыша до Байкала. Не зная истории коренного народа, пришельцы полагали, что имеют дело не с одной нацией, а и с группой не связанных между собой тюркских племен. Местное население они называли по именам Олег, ограниченной местности, чулымскими, тубинскими, ачинскими, абаканскими, минусинскими и иными татарами.
Создавалось впечатление, что война велась не против единой нации коренных жителей, а против мелких местных групп земного населения. Степан Дмитриевич глубоко разобрался в проблеме и показал, что коренной народ, тысячелетия обитавший на юге Сибири, был единым и имел свое самоназвание. Этим именем он пользовался многие века. Оно было прочно зафиксировано в средневековых китайских хрониках и других документах. Он доказал это и показал, что дальнейшее использование вымышленных имен вместо собственного имени унизительно и оскорбительно для народа, имевшего свою тысячелетнюю историю, культуру и древнее самоназвание. По инициативе молодого ученого съезд народа единогласно принял решение вернуть народу его древнее самоназвание. С тех пор это имя вновь вошло в употребление всех этнических групп, составляющих коренной народ. Хакасами считают себя бывшие камасинцы, чулынцы, шорцы, сагайцы, качинцы и другие группы, говорящие на разных диалектах родного языка. Имя народа широко используется в быту и в официальных документах. Оно закреплено в названии республики. Оно сплотило и объединило народ в единое целое и свидетельствует об общей его истории и общих путях развития, как в прошлом, так и в будущем. Оно прочно вошло в обиход народа, и только отщепенцы пытаются грубо его игнорировать. Они продолжают придумывать новые клички, используя старый прием, привязывают имя народа к определенной местности, к ущельям, урочищам и тому подобное, и тем самым унижая древний народ. На завтрашней конференции, юбилейной конференции, мы поговорим об этом подробнее. А сегодня еще раз с огромной благодарностью вспоминаем Степана Дмитриевича и с целью увековечения его светлой памяти устанавливаем на здании Хакасского научно-исследовательского института мемориальную доску как знак глубокой благодарности народа своему достойному сыну. Пусть этот знак всегда напоминает жителям Хакасии о замечательном подвиге Степана Дмитриевича, о славном сыне и большом патриоте своей родины. Пользуясь случаем, хочу сказать также о том, что недавно Совет старейшин хакасского народа наградил Степана Дмитриевича Майнагашева нашей высшей общественной наградой ордена Алыка посмертно. И сегодня мы передаем эту награду на вечное хранение Республиканскому краеведческому музею имени Леонида Романовича Кызласова. Прошу руководителей музея принять награду. Спасибо. Это высокая честь, что музею передает такую выдающуюся награду удивительного, яркого, наверное, одного из выдающихся сынов хакасского народа Степана Дмитриевича Майнагашева. Потому что действительно Степан Дмитриевич сделал очень много для консолидации хакасского народа, для появления самого понятия хакасский народ. Ну и еще он был замечательный совершенно ученый, и его наследие хранится в Кунсткамере. И до сих пор используется. И, наверное, все-таки наша задача издать огромный его фотоархив, более 650 фотографий. Я считаю, что это было бы хорошим памятником труду, великому подвижничеству Степана Дмитриевича Майнагашева. Спасибо. Слово предоставляется председателю оргкомитета всего данного мероприятия, заместителю главы, председателя правительства Республики Хакасия Владимиру Александровичу Крафту. Доброе утро, дорогие мои земляки, гости нашей республики. Все рождаются, все умирают, но не все знают, зачем живут.
Степан Дмитриевич знал. Народ, который забывает свои корни и истории, становится сиротой, а сирота всегда живет плохо. Вот сегодняшнее очень важное для всех нас событие – это не только дань памяти и уважения достойному сыну хакасского народа, это еще один шаг в восстановлении доброго имени человека, который всем сердцем любил свою родную землю. Да, он был идейным вдохновителем, он был участником судьбоносных и первых съездов хакасского народа, и последующих. Он внес значительный вклад в становление новой государственности, в объединение всех людей, проживавших в то время и проживающих в настоящее время в нашей республике. Судьба действительно трагическая. Он стал жертвой жестокого революционного времени, прожил по количеству прожитых лет очень короткую, но яркую, насыщенную событиями жизнь. Долгое время, к сожалению, его имя, его труды, его деятельность были известны лишь малому кругу лиц, но, к счастью, справедливость восторжествовала благодаря ученым нашей республики, Красноярского края. И символично, что действительно эта памятная доска расположена на здании Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. И ведь подобное мероприятие – это не только дань памяти и уважения, это еще и определенный сигнал ныне живущим и будущим поколениям, как сигнал, что добрые дела, они всегда остаются в памяти, они отходят добрый отклик в сердцах грядущих поколений. И, на мой взгляд, наша с вами обязанность своим мирным ратным трудом честно служить нашей Хакасии, трудиться для ее процветания. Степан Дмитриевич в свое время положил начало, теперь дела за нами и за будущими поколениями. Светлая вечная ему память. Ну, я хотела еще что сказать. Здесь находятся представители рода Майнагашевых. И, наверное, слово предоставляется председателю рода Григорию Ильичу Майнагашеву. От рода Майнагашевых. Конечно, сегодня по прошествии многих лет и наших исторических событий, которые в нашей стране и в Республике Хакасия произошли после тех далеких времен, в памяти, конечно, народа всегда оставался. Степан Дмитриевич был как защитник хакасского народа. Меня до сих пор приглашают и рассказывают о его делах. Мы родные и близкие. Степан Дмитриевич был двоюродным братом моего отца, дядей Бронислава Семеновича. И вот мы сегодня отмечаем историческое событие, потому что сегодня восторжествовала истинная правда о жизни и деятельности этого человека, который отдал всю свою жизнь во благо людей, проживающих на территории Республики Хакасия. Уважаемые коллеги, на этом митинг, посвященный открытию мемориальной доски, считаем закрытым. Мы сейчас все переходим в здание методического научного центра имени Кадышева, и где начнется пленарная часть и первый день нашей конференции. Спасибо. Неменің үйділген бұл? Мұнда гранит и неме пластиклит бұл барелев фосфат умленеді. Үйділген мұтық? Үйділген тигажережі портрет үйділген прейжі. Неме шақты аны үлкей житмес тұтады. Вот бұл кәлмиялінің тастымды біз ұмырт көшерді. Бұл тоқыстары біраз
про имени, я еврокопиальный язычка, что мы-то харе умение, а по крайней про имени. Що середнє? Я берег, чуть так далее, да, по тачакам. А, середнє. Я. А какой материал это белый? Все.